на этом столе я работаю с тем, что сейчас самое мне интересное, наверное, я бы так сказал. Ну, Это что? Давайте что простым языком. деталь Светильник? это автомобиля деталь, да, бывшая. Это алюминиевый коллектор, который собирает выхлопные газы с Мгм. двигателя и Ну, выпускает. вы над этой деталью тоже поработали Да, я хорошенько ее для начала. привел ее в порядок, это заняло время. Мгм. Это медитативная такая часть работы. Вот. И начал к нему прикручивать в разных комбинациях с лампочки. И пока остановился на такой. И у меня как-то очень получилось, вот если вы отсюда посмотрите, какая-то она милицейская, нет такого дела? Вот две лампы, ну, в смысле, две фары, вот такие два жезла Ну, милицейских. если бы вы не сказали, возможно, я бы не заметила. Сейчас уже замечаю. Как мужчины, ребята реагируют вот на Пока, такие вещи? вот с тех пор, как я меньше стал с деревом работать, больше стал с железом работать, больше покупателей мужчин стало, да, есть такой момент. И мне это нравится. Да, металл, даже то же самое электричество, это же все история про характер, мне Ну да, кажется. такое, да, согласен, есть такое дело. Ну, а как долго вы к этому шли? От дерева до металла? Вот этот путь, он был Ну, долгий или? нет, в моменте как-то произошло вот так вот. Ну, просто я собирал какие-то запчасти, так, на какой-то, да, мало ли где-то что-то применю. В итоге набралась такая критическая масса железок, я подумал, ну, давай сделаю вот так вот. На металл сдавать не буду. На металл сдавать не буду, да. Пускай попробую. И получилось одно, второе, третье, вот. Что-то чудесное и интересное вот тут я вижу. Да, Это уже готовое изделие. готовое изделие, его чуть-чуть, я его поэксплуатировал, Мгм. нашел какие-то пару слабых мест, я сейчас доведу. Вот сделал здесь такую третью конечность. Мгм. Видите, она держит магнит. Мне тут эта фактура понравилась. Ирик, выглядит это очень серьезно и сложно одновременно. Но в плане эксплуатирования всего этого есть Ну, какие-то сложности? Или ты просто Толь- приходишь, Нет, включаешь, нажимаешь единственная кнопочку сложность, и это всё? может быть, кому-то он покажется чуть-чуть тяжелым, потому что он весит килограмма 4-5. Мгм, А мгм. так нет, ты его просто включил, и он светит. Вот. Я больше вам скажу, например, вот этот светильник я вам приготовил, хочу вам подарить. Я даже не Такое знаю, как свойство, реагировать на такие что его вещи. сложно уронить. Ну, ты его не Ну, то есть ты можешь его, конечно, кинуть, ты его уронил. Ну, это надо сильно Да, постараться. но в целом он очень устойчивый. Такая вот свечка электрическая. Это очень круто. А лампочка подбирается специально или Лампочки такие в продаже есть. И они совсем недорогие, кстати. это очень круто? Вы отметили, что здесь же вы проводите фотосессии. Да, ну, я разные места пробую. Вот пока остановился на этом. Оставлю эту бочку, Мгм. ставлю вокруг нее какой-то маломальский свет. Я фотограф непрофессиональный. Ну, можете на мою страницу в Инстаграм зайти, посмотреть, какие видосики у меня Мы получаются. обязательно поделимся вашей страничкой. Кстати, по поводу Инстаграма. Это же тоже такая очень важная вещь в наше время. Потому что для продвижения собственной продукции, своего бренда или чего бы там, в общем, это ни Да. касалось, соцсети стали замечательным инструментом, которыми вы тоже пользуетесь довольно активно. Я активно пользуюсь, не могу сказать, что пока приносит такой результат, какой хотелось бы, но, знаете, специалисты говорят, что в среднем для такого рода производства достаточно там 3-5 тысяч подписчиков, Мгм. более-менее стабильных, чтобы информация о тебе каким-то образом доходила до потенциального покупателя. А ваша основная работа – это Черноморэнерго работаю. Черноморэнерго. Да. Учитывая то, что мы сейчас видим, конечно же, можно сказать, что они непрерывно связаны все-таки. Хотя в Черноморэнерго вы занимаетесь абсолютно не Это вот всем этим. Это очень ироничный момент, да, получился, потому что
Ну, как будто бы я сперва начал заниматься светильниками, а потом меня жизнь свела с Черноморэнерго. И в какой-то момент, когда я там начал работать, я об этом смекнул. Я еще, это было перед Новым годом, я начал работать, и начальнику, директору Черноморэнерго подарил светильник, один из первых своих. Сейчас расскажу, как он был сделан. Светильник был сделан из высоковольтного изолятора, знаете, такая керамическая штука, высотой 40 сантиметров. Она похожа на маяк, если его так вот вертикально поставить. По форме такой столб, здесь с расширением. Залитый в бетон, и сверху такая лампа на нем была красивая. И как шеф отреагировал на Ему, такой подарок? ему понравилось, да, ему понравилось. А, Вот. а как давно работаете вы в Черноморэнерго? Где-то чуть больше года. Мгм. Да. Чем вы непосредственно занимаетесь? Я работаю в айтишном отделе, но занимаюсь не айтишной работой, то есть отдел информационной безопасности. Мгм. Вот. И вообще я по профессии юрист, закончил юридический факультет в Москве, работал судебным приставом несколько лет. У меня лет 10 непрерывной практики адвокатуры, и еще года 3-4 я занимался, я ваш коллега, правовой журналистикой. «Момент истины», не знаете такую программу? Да, конечно. Андрея Караулова. Вот с ним работал. Очень интересно. Вот абсолютно с разных сторон вы раскрываетесь сейчас. Профессия одна, занимались совершенно другим, перешли вообще к третьему. Конечно, то, чем вы занимались до сих пор, тоже непосредственно, так или иначе, связано с творчеством. У нас, мне кажется, вообще любая профессия, она да. так или иначе связана с творчеством, с творческим мышлением, с креативным подходом. Тут есть о чем поговорить. Но все-таки что-то же такое должно было произойти в вашей жизни, чтобы вот взять, переключиться и начать руками что-то делать. Я вам могу сказать, что стало причиной. Как только у меня появилась реальная возможность обзавестись мастерской, это сидящее во мне, спящее внутри желание что-то делать такое, взорвалось как вулкан, вылезло из меня вот в виде вот этого, чем я сейчас занимаюсь. Как будто бы были в Москве еще, когда я жил, у меня попытки, даже есть несколько каких-то изделий неплохих, но в рамках квартиры, даже большой, сложно завести мастерскую, ну, в таком виде, в котором она позволит чему-то раскрыться, какому-то потенциалу. Так, на коленке можно что-то сделать, да. Но это не то. Честно говоря, мне сложно как-то охарактеризовать то, чем вы занимаетесь. Это же как-то определенно называется, есть какое-то определенное направление. И вы, решая заняться чем-либо, не выбрали нечто знакомое, всем понятное и ясное, а какое-то довольно своеобразное такое направление. Ну да, здесь как бы сплетаются и инженерия, и слесарные работы, и электрика, и какие-то механические конструкционные решения. И все это, наверное, дизайн интерьера, если так грубо называть. Но как вот я вижу процесс своей работы, создания там изделия с начала до конца, это ближе к тому, как ты рисуешь картину, хотя в этом тоже имеется инженерный момент, технический у художника подход, но он значительно меньше. Вот. Там именно момент создания из ничего чего-то больше идет. Это вот в последнее время такие у меня получаются светильники, что вот такие мысли больше посещают, что то, что я делаю, больше похоже на писание картин. Вот. Или на создание скульптур. Просто через них проложены провода и прикручены лампочки, так, если грубо. Ну, так или иначе, это искусство. Ну, наверное, не знаю, да. Однозначно, да. Я больше, наверное, художник, чем ремесленник, хотя это смесь того и того в какой-то степени. А писать картины вы когда-либо пробовали? Нет, рисую я не очень хорошо. Вот вы про скульптуру заговорили. Может быть, был какой-то такой опыт тоже? Ну, с сухими смесями я работал, как бы, ну, это не скульптура, тоже это конструкция. Скорее, работал и сейчас тоже могу нет-нет применять, то есть там я не только с металлом ограничиваюсь, хотя металл в последнее время прям очень интересен, но я не отказываюсь от работы с деревом, с сухими смесями, цементом, камнем там, натуральным и так далее. Вот. Что, где, как будет, куда оно, где оно себе найдет место, там оно и будет.
noches de espera, no entendería mi mal. Noches de Мы так или иначе все родом из детства. Да. Как говорится, все, что в нашем осознанном возрасте происходит, оно откуда-то оттуда, из детства. Ну да. Так или да, но это может быть какой-то мимолетный пример родных, близких, может быть, чужих людей. Это какая-то определенная ситуация жизненная. Много разного всего из Мгм. того, что могло произойти в детстве. Помните ли вы или связываете ли вы сегодняшнюю свою деятельность с Мгм. какой-то такой определенной историей из детства? Может, из Ну, юности? я сейчас могу вам интересный на этот вопрос ответ привести. Вот смотрите, вот этот вот ящик, Мгм. старый синий пластмассовый ящик, он из детства, из моего. Они были их набор, там был гараж за домом, потом вам покажу. Мгм. Вот, это дом дедушкин. Я помню, что многие болтики, которые я здесь вижу, которыми даже некоторыми пользовался, ну, то есть они оттуда, вот они Мгм. как были, им пользовался мой дядя, потом вот сейчас я. Короче, ну, вот, Из поколения в ну поколение. да, что-то, Все-таки да. был какой-то определенный пример в детстве, я так Ну, полагаю. конечно, да, у меня отец тоже в этом плане пример очень, он, водитель и автомеханик с 50-летним стажем, ну, в общем. Вот с такой подсознательной любовью к творчеству, Конструированию и к творчеству. конструированию и творчеству вы стали юристом. Как вообще такое произошло в вашей Ну, жизни? не знаю, вот с выбором специальности меня родители, как говорится, помогли, но на самом деле подтолкнули, наверное. Вот. Вообще, когда я поступал в институт, я вот помню, я недавно об этом вспомнил, что когда я поступал, когда стал вопрос о выборе специальности, 2002 год это был, Мгм. тогда только появился первый факультет, не факультет, а кафедра по PR, Public Relations, связи с общественностью. Он был в Рудене и одновременно в МГИМО запустили. Ну, как бы это крутые вузы, на МГИМО я даже не смотрел, а Руден я походил на курсы, на подготовительные, ну, в общем, там сложно очень было туда поступить, поэтому выбрали юрфак. Так получилось. Да, ну и не самый легкий путь вы выбрали, честно Ну да, говоря. В есть любом такое случае, дело. да, учиться на юриста это уже априори тяжелый путь, на мой взгляд. А, так или иначе, сегодня вы занимаетесь совершенно другими делами. Мгм. Вот при первом знакомстве, когда вы представляетесь, Мгм. там спрашивают, чем вы занимаетесь, кто вы по профессии, как вы отвечаете? А, Как я отвечаю? Я говорю, что я ремесленник в первую очередь, да. Я говорю, что я, ну, самое первое слово, которое, может быть, не совсем точно подходит, но как-то может себя описать, наверное, ремесленник. Мгм. Вот. Потом можно вдаться в подробности и как-то раскрыть этот вопрос. Но я не говорю, что я в первую очередь юрист, и смогу следом добавить, но по профессии юрист. Жизнь в Абхазии. Что это для вас? Что она вам дает? Ну, вот, наверное, больше не в плане материальных каких-то вещей, а внутренних ресурсов, опоры определенные и так далее. Она ментально очень обогащает, очень мало потребляет ментальных сил. Ну, то есть ты здесь наполняешься энергией. Абхазия, в Абхазии легче научиться ценить минуту, наслаждаться минутой. Свободной или даже не свободной. Периферическое зрение очень богатой жизнью живет в Абхазии. Всегда есть на что посмотреть, и это красиво. Вот. Как-то так. А вдохновение черпаете часто? И именно вот из того, что видите вокруг? Из того как это во мне отзывается, каким настроением я живу, общение с братьями, с которыми, ну, когда ты живешь в Москве, так часто и много не сможешь проводить времени с близкими людьми. Мгм. Перезвоны, WhatsApp, скайпы, да, это прикольно, но это не то. Вот. А когда
можно очень много и часто проводить время вместе, там, вспоминая детство или проводя его, как в детстве порой даже иногда. Это вообще очень здорово. Приземляет, позволяет заземлиться, если ты Мгм. отрываешься от реальности. Там у меня черновой цех такой. Давайте пройдем. Вот, проходите, можете посмотреть железки. Это сейчас их немного осталось. Это все, что вы набрали, да? Это я, да, где это набрал. Сталкерю, так сказать, авторазборы и все такое. Но это всегда детали, которые уже нигде не пригодятся Да. автомеханикам, да, правильно? Мне очень импонирует этот момент, что я эко-френдли. Кстати, вы спрашивали про дерево и металл. Как будто бы металл более эко-френдли, вот такой вторичный, чем Мгм. деревяшки. Такое безотходное производство, Да, так да, скажем. да, у нас в Абхазии деревьев много, они растут быстро, но Я правильно понимаю, что вы временно отошли от дерева или же, в принципе, отходите я не отказался от него полностью. навсегда? Нет, да? Нет, не отказался полностью, но оно уменьшилось у меня в силу отсутствия необходимости. Я не знаю, как сказать. Наверное, так. А до этого какая была необходимость? Был запрос? Как будто бы начать делать именно предметы интерьера, что-то такое материальное в среднем небольшом размере, Мгм. из дерева проще. Вот. Плюс у меня тот инструмент, который был начально, больше располагал к работе с деревом. Мгм. Вот. Сейчас он тоже есть, но он В общем, стоит. сейчас вы переформатировались и больше перешли, Да. даже по инструментам больше перешли к работе с металлом. Да, про инструменты могу рассказать один момент. Не знаю, Давайте. для камеры нужно будет или нет. Недавно было в Тамыше мероприятие. Это была не ярмарка, а больше конкурс, что ли, или смотр. Пригласили меня тоже. Там в основном были ребята-ремесленники, Мгм. чье производство, ремесло связано с народными, с этническими, культурными такими моментами. И как бы я со своими светильниками не шибко туда вписывался, но я приехал, и в итоге со мной связались с комитета по делам молодежи и спорта и предложили оставить заявку на грант. На будущий год будет В финансирование. прошлом или в этом году, я уже не припомню, был проект, в рамках которого они как раз финансировали Да. молодежь, Там они занимающуюся выдавали... вот ремеслом. Да, они выдали несколько грантов, и мы об этом всем поговорили. Я вот надеюсь, написал Мы вас заявку. поздравляем. Да, спасибо. Сам жду, не дождусь. Это хорошо обустанет меня, я думаю. Вот в связи вот с такой сложившейся удачной ситуацией, следующий вопрос не могу не задать. Наверняка у вас в планах расширение, Да. и однозначно оставив заявку, вы уже думаете над тем, как и куда дальше двигаться. Да. О чем эта история, куда и собираетесь двигаться, и как это будет И выглядеть? я думаю, что у меня будет больше слесарная мастерская, чем стана. И так и столярная не Мгм. была, ну, была, но недолго. Будет хорошая слесарная мастерская. С хорошим сварочным аппаратом многофункциональным, сверлильным станком со станиной, с пакетом ручного инструмента. Там очень сильно преобразится помещение Мгм. и возможности его. А будет свет, сказал монтер. Перерезаю провода. Только нет, не перерезал провода. Включаем лампы. Включайте. Оба. Второй там тоже включатель есть рядом. Так. Ой, интересно как. А это где Ну, включается? вот здесь включатель. Красота. Да. Как долго, как много времени пришлось на это все потратить? Ну вот на вот это изделие много времени ушло, около месяца, наверное, не меньше. Это беспрерывного Это по процесса? или- 2-3 часа в день, по 2-3-4 по выходным. Мгм. Вот. Все они, ну не все, но я стараюсь добавить какую-то неожиданную функцию. Пока получается только менять углы и делать их в какой-то части подвижными.
но я хочу очень сильно повысить свой навык именно инженерный, Мгм. чтобы неожиданные функции, дополнительные какие-то вещи они делали, ну, что ты не ожидаешь увидеть в Мгм. светильнике, но еще чтобы это, а вдруг неожиданно. Самый идеальный момент, когда это еще оказывается внезапно удобным В или общем, нужным. светильник-трансформер. Да, 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 что-то такое. Для того, чтобы получить новый навык, нужны новые знания. И эти знания просто так же тоже не бывают. Да, понятно, в наше время это легко открыть YouTube, еще что-то, Да. где-то что-то вычитать, но практически, когда вот на пальцах тебе показывают, конечно, легче. Или Есть ли такие люди, которые М, могут чем-то помочь? показать, ну, с кем-то можно о чем-то посоветоваться, а с папой могу посоветоваться, с братьями. Опять-таки, говорил, кто электрик, а кто инженер, Мгм. а кто архитектор по образованию, по специальности. Вот. Метод пробы ошибок, Ошибок, да. очень позволяет быстро учиться, если подходить с умом к вопросу. Как часто ошибки совершались при создании этих Да, ну они предметов? так или иначе ты с ними с чем-то сталкиваешься, недоработка или ошибка, или какой-то момент, который вообще целый ряд ошибок. Мгм. Вот. Ну, Бывает такое, что через время такой смотришь на свои работы, господи, что же я тут ну напортачил да, или да, да, да. вообще не то и все Да, не да, так. полностью разбираешь и переделываешь какую-то одну вещь, и с одной стороны сам на себя злишься, с другой стороны идет образовательный процесс. Мгм. Отлично. А вот тут побольше, помасштабнее что-то вижу. Это что? Это что-то старое, какие-то только первые пробы. Это вообще просто подставочка для цветов. Ой, как классно. Вот. Это я просто в цемент залил трубу и провел свет. Ну, он такой достаточно прикольный, но... Свет в смесителе. Да, свет смесителя, типа того. Вот. Здорово. Это старый совсем работа, не знаю даже, стоит это снимать или нет. Но это, Покажите. ну, это я учился что-то делать, работать с инструментом. Ну, тут еще и дерево. Да, да, оно. А тут я, ну, насколько понимаю, тут как раз это симбиоз. Да, есть такое. И дерево, и свет, и все вместе, в общем. Ну да. Классно владеть и одним, и вторым навыком. Ну да, да. Это очень Сочетать. быстрее учишься и в том, если есть какие-то базовые К знания. дереву когда вернетесь? Ну, не знаю, посмотрим. По ситуации, по Да, настроению. по настроению. Но сейчас вам очень нравится то, чем вы занимаетесь. Да. Металл — это прям Да. та история, которой вы сейчас прям Да, наполняетесь. да, да. Как вы правильно заметили, что-то такое характерное есть в нем. Мгм. Это то, что сейчас просит моя душа, наверное. Здорово. Что будет дальше? Вы думали об этом? Вот там вы начали с дерева, пришли к металлу, дальше там еще что-то. Кто знает? Не знаю, посмотрим. Я ни от чего не зарекаюсь. А есть какое-то такое направление, которое вас сильно интересует, но до чего руки еще не дошли? Ну, это связано пока со слесарной работой, то есть сварка. Хочу очень О научиться. ковке думали когда-нибудь? Думал тоже, ну, это интересно. Мне это интересно, но скорее Кузнечное дело. как просто попутное развитие навыков. Вот. Попробовать можно, но как основным этим заниматься, не знаю. Это много лет этому надо учиться. Кузнечное дело так с кондачка не начнешь. Да. Купил сварочный аппарат, эту печь и наковальню с молотом. Так не работает. Да, да, однозначно, это очень тяжело. Конечно, нелегко говорить о будущем, которое еще не наступило, но все равно каждый из нас что-то планирует, о чем-то мечтает, что-то загадывает наперед. Если говорить лично о себе, Мгм. там, о каких-то важных и ценных вещах лично для вас, о чем вы мечтаете, к чему вы стремитесь, это раз. Ну и, конечно, в творческом плане. Ну, знаете, как будто бы в моем возрасте уже надо бы задуматься о семье, о детях, но в моей голове как будто бы
мысли больше связаны с работой, с творчеством. Хочу расширить мастерскую. Хочу увеличить свое присутствие в сети немного. Мгм. И это как будто бы реперная будет точка, после которой буду пересматривать дальнейший свой план. Не пересматривать, а строить, я бы даже сказал. Мгм. То, чего мне сейчас не хватает, это крутая мастерская и много подписчиков. Мгм.